В эфире новости я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. В северные районы перенаправят все основные силы для тушения лесных пожаров. Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщил, что концентрация вредных веществ по всей Якутии в пределах нормы. Долгожданное заселение осчастливило почти 200 мирнинских семей. В алмазной столице в эксплуатацию, наконец, введен дом застройщика «Строймонтаж-2002». Ветераны алмазодобывающей промышленности, молодые специалисты отблагодарили за многолетний труд ценным подарком. Вчера в Нерюнгринской центральной районной больнице скончался один из пострадавших в аварии на 381-м километре федеральной трассы Лена. Напомню, 13 августа между поселками Чульман и Серебряный Бор произошло столкновение Toyota Mark II и КАМАЗ. В результате ДТП погибли 5 человек. В легковом автомобиле на момент аварии находились 9 человек, включая водителя. Один из пострадавших 16 августа был отправлен санавиацией в Якутск. Двое сейчас находятся в травматологическом отделении Нерюнгринской районной больницы. Все основные силы по тушению лесных пожаров будут перенаправлены в северные районы. Соответствующее поручение сегодня дал глава региона Эсан Николаев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава отметил, что несмотря на улучшение обстановки в Заречной, Южной и Вилюйской группе районов, на севере республики ситуация остается весьма напряженной. В связи с этим он поручил в ближайшие дни все усилия по борьбе с лесными пожарами направить в Верхоянский, Среднеколымский, Абыйский, Жиганский и Оленёкский районы. Необходимо усилить в данных районах лесопожарные группировки, в том числе, если это необходимо, дополнительными силами Федерального резерва Федерального бюджетного учреждения авиалесохраны. Кроме того, авиапредприятиям республики необходимо обеспечить выделение воздушных судов для доставки лесопожарных формирований к местам лесных пожаров, ну и выполнения работ по их тушению. Эти задачи, еще раз хочу подчеркнуть, необходимо выполнить буквально в ближайшие, начать уже реализовывать в ближайшие часы. Между тем, содержание вредных веществ в воздухе на всей территории Якутии в пределах нормы. Такие данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону. Накануне было исследовано 4 пробы атмосферного воздуха по показателям: оксид углерода и диоксид азота в Верхоянском и Нюрбинском районах. Превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в атмосферном воздухе не установлено. Последний раз превышение уровня оксида углерода было выявлено 12 августа в Ленском районе республики. Сейчас также все в пределах нормы, но ведомство продолжает проводить лабораторный мониторинг воздуха в связи с лесными пожарами. К другим темам. Минстрой завершил работу по вводу в эксплуатацию долгостроя в Мирном. Жилой комплекс в 14-м квартале в столице Алмазного края, рассчитанный на 197 квартир, введен в эксплуатацию в начале августа. Сейчас началось долгожданное заселение, что осчастливило почти 200 мирнинских семей. Напомню, что первое разрешение на строительство застройщику «Строймонтаж-2002» было выдано ровно 4 года назад, в августе 2015 года. Срок ввода был запланирован на конец 2016-го, однако объект превратился в многострадальный долгострой. По поручению главы республики со стороны Минстроя проведен большой объем работы, направленный на координацию взаимодействия между застройщиком, администрациями Мирнинского района, города Мирного и ресурсоснабжающими предприятиями. В результате, благодаря слаженной работе и консолидированным действиям, дом, наконец, введен в эксплуатацию. Развитие сети президентских школ обсудили в Якутске. Вопрос рассмотрели в рамках августовского совещания работников образования с участием основателя сети президентских школ в Якутии, первого президента республики Михаила Николаева. Сегодня в эту сеть входят 10 образовательных учреждений. Это лицеи и гимназии. Основная цель президентских школ – обучение и воспитание одаренных детей с использованием передовых технологий в образовании. Сейчас идет разработка стратегии развития сети президентских школ до 2032 года. На их базе планируют открыть технопарки и центры развития квалификации, создавать школы международного бакалавриата, готовить кадры в сфере IT-отрасли еще со школьной скамьи. В свою очередь Михаил Николаев отметил, что в реализации данной концепции руководство республики должно принять непосредственное участие. В частности, помочь в приобретении высокотехнологичного оборудования. Мы должны быть локомотивами, которые поднимают уровень образования в вузах,
Это первая наша задача. И, конечно, большая задача состоит в том, что мы должны подготовить одаренных молодых людей, которые будут нужны нашей республике спустя через 5, 10, 20 лет. Наша республика развивается, и в этом развитии нужны специалисты, которые должны работать в IT-технологиях, должны быть очень хорошие врачи. На создание национального парка «Ленские столбы» выйдет около 140 миллионов рублей. Эти средства поступят из федерального бюджета. Также на содержание парка из республиканского же бюджета ежегодно выделяется 17 миллионов рублей. Объем финансирования «Ленских столбов» увеличился в связи с получением статуса заповедника федерального статуса. Также национальный парк переходит в ведение Министерства природы России. Родителям 200-го новорожденного в Ленском районе Якутии вручили сертификат на сумму в 100 тысяч рублей. Торжественное вручение прошло во время выписки из родильного отделения Ленской районной больницы. 13 августа у семьи Семигузовых родилась дочь Маргарита, которая стала 200-м родившимся в 2019 году ребенком. По данным администрации района, программы по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми действуют в Ленском районе с 2017 года. Так, семье каждого 100-го родившегося ребенка вручают денежный сертификат на 100 тысяч рублей. Помимо этого, в районе всем роженицам вручают наборы для новорожденных, оплачивают проезд беременным женщинам из поселков Витим и Передуй в Ленск на родоразрешение и помогают семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Совет молодых специалистов Вилюйской геолого-разведочной экспедиции запустили необычную акцию. В честь 70-летия открытия первого алмаза на косе Соколиная и приближающегося 75-летия Великой Победы ребята объявили сбор денежных средств ветерану фронтового тыла и ветерану алмазодобывающей промышленности Ивану Филипповичу Неяскину. Что подарили молодые специалисты ветерану, расскажет Анна Винокурова. Подарить новый телевизор ветерану алмазодобывающей промышленности. Эта идея молодым специалистам Вилюйской геолого-разведочной экспедиции пришла в начале августа. Старенький телевизор хозяина квартиры был совсем плохой, поэтому на радостях от будущего подарка он выбросил его, не дожидаясь приезда ребят. На новый аппарат геологи ВГРС собрали деньги за 1 неделю. Я в официальном аккаунте Совета молодых специалистов в Инстаграм выложила информационный пост о благотворительной акции, о сборе денежных средств в размере 25 тысяч рублей. Если честно, я не ожидала такой колоссальной поддержки не только со стороны молодых специалистов, но и со стороны жителей города Мирного. Иван Филиппович Неяскин – ветеран фронтового тыла и алмазодобывающей промышленности. Он приехал в алмазную столицу в 60-м году из Мордовии. Работал лесорубом и обеспечивал дровами не только жителей нового города, но и местную промышленность. Без дров не обходился ни карьер, ни галечный, ни бурстанки. И маленькие котельни топились еще дровами. 7 столовых здесь было, все дровами топилось. И баня дровами топился по Вилюйской. Подаренный телевизор быстро оказался на своем месте, и ребята помогли настроить. Спасибо, скажу. Сейчас умирать не надо. Вот если домик делает ремонт, вообще благодарю. Хорошо, дай Бог здоровья вам и этой организации, дай Бог. После этой акции молодые специалисты Вилюйской экспедиции взяли шефство над ветераном с намерением помогать ему и в дальнейшем. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Якутская спортсменка Анастасия Диадорова выступит на чемпионате мира по плаванию в столице Англии. Чемпионат пройдет с 9 по 15 сентября в Лондоне и станет отборочным к предстоящим Паралимпийским играм. Анастасия Диадорова выступит в составе сборной России. Напомню, что в этом году спортсменка стала двукратной обладательницей золотых медалей 6-го тура мировой серии в Италии. Конечно, мы очень долго этого ждали, того, чтобы нас наконец-таки допустили, потому что было очень тяжело не выезжать на соревнования и сидеть дома и не представлять свою страну. И сейчас надеемся, что эти 2,5 года никак не повлияют на наши спортивные результаты, и спортивная злость будет еще больше. А в Нерюнгринском районе прошли первые отборочные игры мирового турнира по страйкбол-шутеру Battle Arena. Турнир первый в своем роде не только для Нерюнгри, но и для всей республики. На них побывала и наш корреспондент Екатерина Павлова.
Нерюнгринцы, предпочитающие активный образ жизни, те, кто ни разу не держал в руках оружие или наоборот скучают по прежним армейским денькам, выбрали свое развлечение – тематические командные состязания. Популяризация страйкбола в Нерюнгринском районе сегодня очень высокая. Тактические тренировки страйкбольного клуба «Феникс» проходят каждое воскресенье. Увлекаются игрой разные люди, начиная от педагогов и музыкантов, заканчивая представителями силовых структур. На участие в первом турнире по страйкбол-шутеру Battle Arena заявились 4 команды Нерюнгринского района. Очень жаль, что к нам не приехали наши коллеги, да, с других районов. Будем надеяться, что в следующем году мы с ними встретимся. С введением таких турниров мы будем повышать, да, кластер интересующихся людей. Регистрация и снаряжение участников, обязательный инструктаж по технике безопасности и правилам игры. Команда 5 человек, замена игроков сколько угодно. 2 раунда по разным сторонам, по истечении которых определяется победитель по набранным в сумме баллам. Защитные вот эти построения на полигоне, вообще они у нас должны быть зеркального характера, но в силу того, что та сторона за моей спиной, да, получается, идет сила сторона защищающихся, им нужно больше укрытий, потому что у них меньше бонусов вообще идет, как бы, меньше дополнительных условий для победы. То есть поэтому немножко у них побольше, да, построено защитных укреплений. Девушки в играх страйкбола далеко не что-то новое. Все они находятся в хорошей физической форме, прыгают, бегают, стреляют. Участницам приходится решать задачи во всевозможных экстремальных ситуациях. Надежда Любезных играет совсем недавно. Познакомилась с парнем, он позвал, он этим плотно занимается уже очень долго. И позвал, и действительно очень интересно. Доказать себе, что я могу, хотя мне страшно безумно. В страйкболе ты сам мишень. Напротив тебя думающий и предпринимающий против тебя активные действия соперник. Суть игры в командном выполнении поставленных сценарием задач с соблюдением правил игры. Победителем первых отборочных игр республики мирового турнира по страйкбол-шутеру Battle Arena после финальной дуэли капитанов стала команда «Гром». У нас с командой «Ратибор» было одинаковое количество очков. То есть мы переиграли еще одну полную боевку. Мы все равно вышли в ничью. И чтобы это не продолжалось вечно, мы решили завершить данную квалификацию конкурсов капитаната. Очень все здорово прошло. То есть готовились к этому очень долго, очень усердно. Теперь команда-победитель будет представлять республику на российском этапе турнира. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. На этом у нас пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках новостей.